По договоренности с Российской Федерацией 12 февраля началась масштабная диспансеризация детей Абхазии. Для осмотра и профилактики здоровья детей из Москвы прибыли 10 узкопрофильных специалистов. Детский хирург, педиатр, уролог, андролог, психиатр, офтальмолог, врач УЗИ, кардиолог, эндокринолог и невролог. Первыми российские медики осмотрели учеников Сухумской школы номер 10. В последующем диспансеризация охватит не только городские, но и отдаленные сельские школы по всей республике. Многие родители побаиваются отправлять своих детей на осмотр, но, как поделился министр здравоохранения Эдуард Будба, каждый врач относится к каждому школьнику с теплом и заботой, а сама диспансеризация необходима для сохранения здоровья нации. Большая работа была проведена уже. На данный момент у нас осмотрено более 1800 детишек профильными специалистами Российской Федерации. Это научный центр здоровья детей. Это бригада из Саратова, это бригада из Воронежа, бригада из Адыгеи. Очень узкопрофильные специалисты, которые работают в республике, будут нам и в будущем также помогать. Эти бригады будут ротироваться, потому что диспансеризация запланирована до конца мая месяца этого года. Поэтому вот те крупные специалисты, они будут также сюда приезжать. Вот. Также мы говорим о том, что приезжал, вы знаете, и крупный аллерголог-иммунолог Андрей Петрович Продеус. Вот, осматривал детишек и в республиканской больнице, и осматривал в инфекционной больнице, проводил консилиумы. Также есть у нас вопросы взаимодействия, которые уже налажены. В состав бригад включены и абхазские специалисты. Такая масштабная диспансеризация школьников проводится в Абхазии впервые. Ранее Минздрав совместно с другими благотворительными организациями также обследовали детей, но это были точечные выезды. Диспансеризация населения проходит на добровольной основе с информированным согласием родителей. То есть родители подписывают единственный документ, он называется информированное согласие. Так как мы берем кровь из вены, делаем ультразвуковое исследование, делается электрокардиография, вот, осматриваются профильными специалистами, поэтому это такое международное правило для родителей. Родители подписывают информированное добровольное согласие. Поэтому я хотел бы сказать, что все анализы крови, мочи, они проводятся и забираются нашими сотрудниками. Медицинский персонал средний – это абхазские коллеги из Республики Абхазия. Значит, биоматериал, кровь, моча везутся на базе лаборатории Республиканской больницы города Сухум. Никакой материал никуда не вывозится. Все здесь мы на месте решаем. Никакие прививки дополнительные, никакие вещи не производятся детишкам. Значит, только диспансеризация, только диагностика. Как показывает практика, в основном дети нашей страны здоровы, но есть и исключения. Так, у одного из школьников обнаружили камень в почке. Никаких симптомов у ребенка не было. Все данные о здоровье детей специалисты перенаправляют в лучшие клиники России. Даже если ребенок по определенным обстоятельствам не смог попасть на диспансеризацию, то он без проблем может присоединиться к любой группе школьников. Современный мир, экология диктует свои нюансы. Есть детки с особенностями по здоровью. И первые родители уже провели своих детей на второй этап диспансеризации своей поликлиники, больницы. Я хотел бы еще дополнительно сообщить, что вот тот комплекс мероприятий, который сегодня проводится российскими коллегами, эта информация будет оцифрована и передана в поликлинике по месту жительства детей. Даниэла Сакания, учащаяся Очимчирской школы-интерната, поделилась своим опытом в диспансеризации. В будущем она хочет связать свою жизнь с медициной. Вот для меня диспансеризация – это вообще важный аспект заботы о здоровье детей. И вообще с самого детства я никогда не боялась никаких обследований, никаких осмотров. И когда я узнала, что к нам приезжают такие специалисты, я была очень удивлена и скорее хотела принять в этом участие. В связи с погодными условиями, установившимися в последние дни, диспансеризация была приостановлена, но будет возобновлена. Всего планируется приезд от 5 до 7 врачебных бригад, работа которых будет осуществляться до конца учебного года. Ульяна Рожкова, Нарсаут Сулуке, Абхазское телевидение.